Ведра и тяпки здесь главные помощники. И мальчишки, и девочки умело владеют рабочими инструментами. Надо успеть и грядки перекопать, и новые саженцы посадить. А смена длится всего 2 часа в день. Раньше мы делали это бесплатно, в 8 классе, обязательная отработка. А сейчас нам за это платят денежки. Как вообще попали в трудовой лагерь? Насколько было сложно это? Писали заявление, либо как вообще происходило? Нет, в порядке очереди записались, список был сделан. Вот мы попали сюда путем распределения. В столице открылись 60 школьных трудовых лагерей, а еще 24 отряда мэра. В этом году количество рабочих мест увеличили. Прошлые годы показали, что спрос на такие трудовые лагеря очень большой. Сегодня фактически у нас началась, юридически у нас 1 июня мы дали старт оздоровительной кампании. Здесь и трудовые лагеря, и оздоровительные лагеря. Всего у нас 60 около школьных площадок, трудовых 24. Поэтому множество ребят задействовано, 2732 человека у нас в этом году задействовано, столько у нас создано рабочих мест. У нас будет отдельно это и лагеря мэра, и другие трудовые объединения, не только лагеря мэра у нас в этом году работают. Всего около 20 миллионов рублей из бюджета города Стыкара мы выделили на эти мероприятия, именно на трудовые лагеря. Мы отдельно сделали список для детей, участников СВО, для детишек с ОВЗ, это у нас 500 мест. Трудовая смена 10 дней. Школьники помогают благоустроить территорию, а еще готовят классы к новому учебному году. Детки у нас работают 10 дней, заработная плата составит 5700 рублей за данный период. Детки работают по 2 часа в день. А это столичный дворец творчества детей и молодежи. Сегодня здесь открылся детский оздоровительный лагерь. Стартовали тематические смены, посвящены Году семьи. В этом году у нас смены пройдут в июне и в августе. Смены короткие, то есть в июне у нас 3 смены по 5 дней. Смена в июне тематическая, посвящена Году семьи в Российской Федерации, называется «Дела семейные». В каждую смену к нам придет 100 ребят города Сыктывкара. Получается, в июне посетят эту смену 300 человек. В августе у нас 2 смены, там смена профильная, посвящена направлениям движения первых, называется «Время первых». 2 смены по 5, 200 человек в августе. И общий охват получится 500 человек во дворце, посетят оздоровительный лагерь с длительным пребыванием. Летняя оздоровительная кампания в Коми набирает обороты. В этом году 470 лагерей откроют свои двери. Впервые наши дети смогут отдохнуть на Дальнем Востоке в лагере «Океан». Республика получила в рамках квоты 35 мест. А в Анапе наш детский центр «Черноморская зорька» до конца года будет переведен на круглогодичный режим работы. На детский отдых республика выделила 372 миллиона рублей. Из них 33 регион получил из федерального центра на организацию отдыха детей из арктической зоны. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.